Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, давайте сегодня посмотрим такую отсыпочку. Чудеса. Какие чудеса скоро произойдут в вашей жизни? Вы можете загадать свой срок. Я буду смотреть на ближайший месяц-полтора. Ну, а вы назначайте, но не меньше, чем 1-3 дня. Пожалуйста, это будет просто некорректно. Настраивайтесь, называйте свое имя, задавайте вопрос и загадывайте свой срок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на чудеса. Какие чудеса скоро произойдут в вашей жизни? Так, интересно, очень-очень интересно. Тут путешествие идет, какое-то неожиданно странное путешествие. Хочется сказать снег на голову. Может, оно, кстати, будет связано со снегом, либо из-за снега, либо будете бежать, да, из холодного города куда-нибудь, где потеплее, либо наоборот, поедете туда, где снег. Но это будет очень неожиданно. Нежданно-негаданно вас как будто бы какой-то человек вытягивает, да, и говорит: поехали, поехали, вот у меня есть там дополнительный билетик, либо это будет очень хорошая компания, составь мне компанию. То есть вас какой-то человек вытащит просто таки, вот буквально за руку вытащит, да, куда-то в путешествие. Это может быть как и длительно, так и коротко. Ну, большинство, конечно, отыграется как короткое путешествие, но очень приятное, эмоциональную зарядку такую получите, ощущение радости жизни, да, ощущение, что солнце светит ярче, что над вашей головой есть радуга, что мир, он прекрасный, удовольствия много получите. И действительно будет, знаете, у кого-то прямо от природы, да, что какая же чудесная природа, какой прекрасный сюрприз, да, что меня вытащили сюда. И вот благостность, да, состояние благостности может быть. Так что готовьтесь, дорога здесь уже вам открыта, и человек уже думает о вас, да, как бы вас с собой забрать, вытащить, позвать. Так, здесь люди, может быть, из вашего окружения, которые, ну, тут двоякая ситуация, потому что здесь, видите, зеркалится. Либо люди к вам очень плохо относились, как-то вот несправедливо, нечестно с вами поступали, как-то агрессировали в вашу сторону, вас, может быть, чем-то притесняли, либо в чем-то вас обвиняли. Либо наоборот, люди были слишком высокого мнения о вас, слишком вас возносили, может быть, там даже приписывали вам того, чего у вас и помине нет. Здесь вот какое-то неприятное ощущение от этих людей, либо ощущение того, что вас там, извините, палками забьют, либо наоборот, что уж слишком меня там медом там, да, всего обмазали, либо все обмазали. Вот оно уходит. Уходит почему? Потому что вы наконец-таки, да, справитесь с этой ситуацией. В первом случае вы всем вот этим вот обидчикам дадите бой, да, прям леща такого отпустите одного на всех, что мало не покажется. И уже никто не посмеет к вам не то чтобы там прицепиться, да, близко подойти. А в другом случае здесь благодаря каким-то, ну тут не действия, тут слова какие-то, словам каким-то вы расставите все точки над «и», да, и вот это вот, как хочется сказать, да, лебезят люди перед вами, да, ну, либо вам так кажется, да, это все прекратится. Прекратится в той мере, которая вас раздражала, либо которая вас, ну, скажем так, обижала, да. Поэтому перемена будет очень странная, очень быстрая, резкая, вы и сами от себя, как говорится, не ожидали. Вот, возможно, это в семье такая ситуация происходит, а возможно, в коллективе, где вы там, например, учитесь, либо работаете. Человек тут чудесный. Смотрите, у кого-то любовник, либо любовница появится.
Но это тоже вам почему-то идет как чудо, потому что вы, ну, либо очень сдержанный человек, как высокоморальный, да, приличный человек. Но я так думаю, что больше как стеснительный отыграется. Вот. И кто-то прям рискнет и во все тяжкие, да, окунется. В общем, вы будете думать, что этот человек там, ну, буквально там, да, утрирую, да, на 1 час, а вас этот человек удивит своими какими-то глубокими ощущениями от жизни, от вас, симпатией, какими-то, может быть, даже романтичными нотками. То есть чудом будет то, что вы, во-первых, пойдете на эту любовную связь. Второй момент, то, что эта любовная связь будет иметь продолжение. Причем продолжение будет чудесным. Здесь действительно романтика. Здесь не так отыгрывается, что вы там станете идеальной парой, там поженитесь и нарожаете там кучу детишек. Нет, здесь отыграется, что вы, ну, сблизившись телесно, да, вы потом в будущем сблизитесь душевно. То есть ваши вот эти любовные приключения, они подутихнут, подприкрутятся, и вы поймете, что вы очень друг другу интересны не как любовники, партнеры, да, по постельным сценам, а как друзья, товарищи, родные души, прекрасные друзья, да, люди, которые друг друга поддерживают. Вот какой-то такой момент, да, яркий, жаркий, но чудесный. Это же чудо, да, найти настоящего друга. Так, еще важный момент. Люди, которые разошлись, разругались, рассорились по разные стороны, да, смотрят в разные стороны, могут у них быть и уже другие партнеры, либо желание с другими партнерами выстраивать отношения. Эти люди, они снова сойдутся. Вот судьба вас снова вот так возьмет и столкнет. Хотите, не хотите, будут вас сводить, будут сталкивать, и это как чудом. Ну, чудом, конечно, да, трудно назвать. Скорее, какой-то большой гигантский сюрприз для вас будет. Многие не хотят назад возвращаться, сходиться, сближаться. У кого-то еще там свежие обидки, у кого-то гонор есть, да, гордость какая-то. Но вас будут толкать, сталкивать. И как бы вы ни хватались за свой мирок, за тех своих новых партнеров, вас все равно будут возвращать. Потому что вам с вашим человеком, с кем вы разругались, нужно, во-первых, примириться, и вы примиритесь. И второй момент, вы еще какой-то отрезок пути вместе должны пройти. Это не просто так происходит. Здесь именно какие-то вселенские задачи падают именно на ваши плечи. Причем в паре. Не по одному, да, а именно в паре. Так, еще чудесная находка идет. Я не знаю, что-то найдете чудесное. У кого-то отыграется, что была потеря, причем потеря достаточно грустная, болезненная. И буквально там в течение нескольких, может быть, там часов либо дней будет находка. И это действительно будет как чудо. Я не хочу говорить, но лучше, наверное, таки скажу, да, берегите детей, особенно маленьких. Будь вы мама, будь вы папа, будь вы бабушка, дедушка, тетя, там, брат, сестра, вот прям как хотите, берегите. Но у большинства это отыграется как вещь, либо может тоже так, не дай бог, да, ну, не ребенок, а тот, как вы считаете, как ребенок, как член семьи, да, какая-нибудь животиночка ваша любименькая. Поэтому будьте внимательны, но здесь чудо спасения идет, да, чудо нахождения этого человека, либо предмета, либо животного. Глядите в оба, прям глядите. Так, здесь лихой человек, мне не очень нравится. Лихой человек, который за вами что ли то ли подсматривает, то ли как-то, вот знаете, ну, удочку закинул, да, на вас, хотел бы вас поймать. Прям удочка вам в голову падает. Здесь может отыграться от банального, что кто-то вас, ну, скажем так, как это называется, да, пасет, да, наблюдение делает за вами, да, то есть хотел бы человек, может быть, что-то у вас экспроприировать, либо, например, вскрыть, там, не знаю, квартиру вашу, да, что-то хотел дурное сделать. Но этого человека вспугнут, какой-то очень сильный мужчина вспугнет. И, может быть, случайно вспугнет, да, сам того не ожидая. Но вы вот как избавитесь, да, от беды, от опасности. А мужчина, кстати, идет очень сильный, либо очень высокого роста, либо он какой-то, может быть, там силовик, спортсмен, военный, да, вот прям такой вот мощный человек. Или, может быть, даже какой-то
ну, хочется прям сказать, да, бодибилдер, великан. Интересный человек, он вообще будет идти по своим делам. Все это как-то совершенно случайно, спонтанно произойдет, но он вам поможет. Поможет не то, чтобы там вас от бандитов отобьет, да, а спугнет человека, который хотел бы вам навредить. Это уже потом, может быть, через какое-то время вы узнаете, что такая вот неприятность вам грозила. Как-то так произойдет. Так, еще... Здесь идет какое-то чудесное приобретение. У кого-то это отыграется как чудесный подарок, прям чудо, да, что вам подарили именно то, о чем хотели, мечтали. Кто-то сам себе станет, как говорят, Дедом Морозом, да, исполнит свое заветное желание. Ну, а кто-то благодаря подарку судьбы исполнить свою хрустальную мечту. Что-то большое, что-то конкретное. Это может быть как и автомобиль, так и может быть, например, квартира, может быть какая-то дорогая вещь, да, очень дорогая, здесь это не мелочи. Ну, прям чудо будет, чудо, вы прям будете об этом говорить. Это же чудо, произошло в моей жизни чудо, Господи, спасибо, да, за то, что у меня это есть сейчас и здесь. Очень необычное какое-то приобретение. Здесь бы я вам посоветовала его, это приобретение, покупку, обязательно вспрыснуть святой водой и обязательно сделать откуп. Откуп, возьмите купюру, ну, достаточно крупную, да, вот не пожалейте, самую крупную, которая есть, например, в вашем кошельке, разбейте ее на более мелкие купюры и отдайте тем, кого вы будете встречать на своем пути. Например, вы, ну, я не знаю, допустим, да, утрированно, вы приобрели автомобиль, либо вам кто-то приобрел автомобиль, подарил. Вы в знак благодарности, да, берете самую большую купюру, например, там идете там, в банк, в магазин, где можно разбить на мелкие, выходите, да, на улицу, и все люди, которых вы встречаете, вы, ну, с улыбкой, с радостью, да, вот даете им вот эти откупные денежки. Да, ни о чем не думаете, ничего не желаете, ничего не представляете, просто делитесь своей радостью. Вот и все. Как-то так делайте. Пока там домой дойдете, либо до своего автомобиля, вы должны эти денежки, например, раздать. Ну, будет замечательный откуп, чтобы не поглазили, чтобы служила очень долго, чтобы радовала вас и несла только лишь позитив. Ну, например, эта машина, да, в вашу жизнь. То же самое там с дорогим каким-нибудь подарком и с приобретением, может быть, там жилья, квартиры, дома. Так, еще из чуда. Здесь кто-то найдет свое счастье в личной жизни. А как это случится? Либо предложение, наконец-таки, какое-то прям долгожданнейшее вы получите, да, долго-долго ждали и наконец-таки получили. Либо дорога, путь к любимому человеку наконец-таки откроется, причем вот прям упадет на голову, вот такое идет впечатление. А у кого-то вот прям столкнут с вашей половинкой. Вот прям такое знакомство идет с человеком, который будет в будущем с вами рядом, вместе, с кем будете строить любовь и счастливые отношения. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.